Ҳапроект аҩбатәи асезон ахыркәшарахь инеит, актәи аҿы ҳрылацәажәон анаркотикқәа раларҵәара апроблема. Шықәсык аҩныҵҟа уи еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла ҳазааҭгылеит. Аҩбатәи асезон аҿы еиҭах ари атема ҳазыхынҳәит, аха даҽа форматк ала ҳдырраҭарак аҿы ашьцылара бааԥсы змаз, аха уи иацәхьаҵыз ихаҭа иԥсҭазаара далацәажәон. Аԥсуа телехәаԥшраҿы раԥхьаӡа акәны иаарԥшын ашьцылара змаз имшынҵа. Я молод, мне немного за 30. Употребляю уже более 10 лет. Утро для меня самое страшное, когда ты просыпаешься, и первая мысль, чтобы никого не видеть, ни членов семьи, ни тем более кого-то еще. Нет силы желания даже встать умыться. Употребление такая штука, что сначала, когда ты начинаешь употреблять, ты можешь бросить поначалу, но не хочешь на тот момент. А потом, когда по мере того, как растет толерантность, растет срок употребления, ты уже хочешь, но не можешь. Уже все с этого поезда, грубо говоря, выйти ты уже не можешь, и ты в нем постоянно находишься. Прекратить употребление не так сложно. Я, наверное, чемпион мира был по бросанию употребления наркотиков. А вот не вернуться к употреблению, это гораздо сложно. Бросать мы все могли, там, наркоманы, там, игроманы и так далее. Каждый день я бросал, на протяжении, там, после первых 3 лет, 4 употребления, я бросал следующие, там, 6-7 лет я бросал каждый день, практически каждый вечер. Я думал, что я брошу. Но на следующее буквально утро я возвращался. Человек не знает закона Божьего, не знает заповедей, которые являются той самой инструкцией жизни на этой земле. И если человек не поступает по этим инструкциям, он превращается в животное. И в этом мире идет борьба, где должен сильнейший победить. И мы не знаем, это добро побеждает или зло побеждает. А заповеди нам дают четкое определение добра и зла, белого и черного. Иара убас аҩбатәи асезон аҿы иаҳарбеит аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра анаркотикқәа алазарҵәо раанкыларазы имҩаԥыргаз аоперациа амҩаԥысшьа. Ҳрыҿцәажәеит абахҭа иҭакыз иаанкылаз ацәгьаҩцәа. Называй как угодно. Мне, в принципе, все равно. Просто там был такой момент, что 2-3 дня максимум это все сделается, и я уеду домой. Поэтому никто даже не думал, что произойдет это. Никто даже об этом не задумывался. Стандартно, там, по-моему, 1000 рублей за одну закладку. В тот момент это казалось приемлемым и легким делом, так скажем. Апроект ҳахьынӡаҿаз Аԥсны анаркоманиа иадҳәало аҭҵаарақәа ҳԥыхьамшәеит. Ҳара ҳҽазаҳшәеит апсихолог лыцхыраара ала социалтә ҳақәа рҿы ҳхатә ҭҵаара амҩаԥгара. Иҳауз алҵшәақәа иаадырԥшит ауаа уи аус ишазыҟоу, ипроблеманы изымԥхьаӡо шыҟоугьы. Арҭ азҵаарақәа ишьақәдырӷәӷәеит ҳара иҳамаз агәаанагара. %5 ари даараӡа иҳараку проблеманы ирыԥхьаӡоит. Иаҳҳәар ҟалаӡом, ари даара иашоу зҵаароуп, ауаажәлар ирдыруеит иарбан проценту иҳаргәанала издызкыло, аха ргәаанагара ҳнарбон усгьы амасштаб иахаҽнакуа убри здызкыроу ажәлар убригьы илаҳкыр ҳҭахын, иахьынӡанеиуа ари шаҳбо ҳдиаграм ишаҳнарбо ала уаҵәфартә иоуп, избанзар 70% ирыԥхьаӡоит 70% рҟынӡа иахьатәи аамҭазы издызкыло шыҟам аҭашьар. 70% иаҳанас иадҩыла иҟоу ирыԥхьаӡоит процентк иҳаӡам, процентк аҟынӡа инаӡоит ҳәа. Уи иаҳа хәыҷы угәы аажартә иҟалозар ауеит, аха 70% убыс ирыԥхьаӡоит. Избанзар ус анаԥхьанатә ишшәасҳәаз ала абри аҭҵаарақәа иҟоу рҟынтәи 70% рҟынӡа ҳанеиаша ҳҳәозар, ҳауаажәлар ҳара ҳҳәынҭқаррагьы аҿиара ааннакыло. Анаркоманиа адагьы иҳаҩсыз асезон аҿы ахәаԥшцәа ирыдаҳгалеит ауаҩы иԥырхагоу ашьцыларақәа иразку адырраҭарақәа. Темас иалхан аҩыжәра, аҭаацәараҿы амч ахархәара, асоциалтә ҳақәа рҿы ахәмаррақәеи, тотализатори, казинои егьырҭ аԥара ықәҵаны еиҿкаау ахәмаррақәагьы. Шьцыларак иаҩызоуп аԥшреи еиуеиԥшым аритуалқәа рықәныҟәара. Уи зхылҿиаауа еиҳарак ауаа рыҩныҵҟатәи апроблемақәа рыӡбараан имариоу амҩақәа иахьрышьҭало ауп. Сара сақәшәахьеит
Рах Сергет, Анчимазара, Сыхин, Нерв Чимазара, Сыхин, Анах Сергет, Арах Сергет, Анах Сергет, Захинджера Сыцкехет, и Сыхва Зилункай. Сыхван Зилункай, Насаб, Суабу, Схаб, Мансур, Нихвар, Ахпурхага, Хет, Махалу, Бхалак, Ахтайд, Ма, Ахтсуха, Ма, Арьябшит, Суха, Ярajи, Яму, Ма, Вахид, Сод, Ма, Рахту. Насабрия, Нацаазан, Рях, Свитай, Нигикви, Нарбогота, Бхудзлочку, и больше Гиваша, Ахтсух, Ранси, Штарзи. Сисых возенер, чима зарабу, ну я хава сым хош, амнис, анас гусых хош, анас хусых хош, яра стягна сип тыргуз бахандрический, ну кажущее явление, у нарбот. Аԥсны ауааԥсыра рыбжьара аҳцәа зҭааз ҳәа изышьҭоу аҭагылазаашьа лассы-лассы иуԥылоит. Џьоукы уи ашьаҭа атрадициатә культуреи аԥсуаа рдинхаҵареи рҟынтәи иаагоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит. Уи шрыхо аиҳараҩык агәрагарагьы рымоуп. Анцәа ирзаашьҭыз акакәны ирыдыркылоит. Абдара аҭаҳцәа рҭаара адинхаҵара зынӡа иадиҳәалом. Анцәа ихьӡ уи иахьадырҳәало игәнаҳараны иԥхьаӡоит. Ԥшьыни жыжәаба процент иреиҳаны Анцәа ишҟа ус амаӡам, анцәахаҵара, адинхаҵара ашҟа ус амаӡам. Ари ачымазара иара феномен ыҟоуп, иаҳараӡак аԥсихика иадҳәалоуп, насгьы сара статистикала иҭысҵаахьеит, убри азыҳәан исҳәар сылшоит, иҭасҳәахоит ԥшьыни жәа процент иреиҳаны анаркотик марцәашьагақәа здызкыло убырҭ роуп иаҳараӡак абас еиԥш иҟоу ачымазара захьызҳа сара избо. Сичинбура Айрхан Якин, Усихот, можно вывозить Хасархит. Аԥшцәа ракәзар, имҩаԥырго аритуалқәа адинхаҵара иадырҳәалоит. Ачымазара ахәшәтәра адагьы дара ирҳәоит, ауаа лаԥшаҟәгараҿы, абзиабара аиқәырхараҿы уҳәа ацхыраара ду шыҟарҵо. Воском снимаете? Да. Вы как бы неврозы, что-то такое вы лечите вообще? Ко мне приходят, я воск снимаю. Ну, знаешь, что мне нужно? Если он не может прийти прямо, что именно от свежей фотография, большой фотография, проявить воск, шампунь, сахар, соль, не знаю, это хобот, гаршумани, хостход. Усги алшума. Только свежая фотография, только отсюда, от Чехии, свежий проявить фотография, и фототехной дуна, проявить также надо, не старые фотографии, московская фотография, я не занимаюсь. Иара убас ҳапроект аҿы ҳалацәажәеит алаҵақәа рыҟаҵара мап ацәызкуа рхыԥхьаӡара ахьырацәо ажәлар ргәабзиара ишаныԥшуа. Адырраҭарақәа рҿы иарбан еиуеиԥшым агәаанагарақәа, ҩ-гәаанагарак раарԥшра ҳапринцип хадақәа ируакуп. Вивки резко ушла у нас речь. Вот как вот сюда проникнуть, открыть и что-то с ней сделать? Сейчас столько информации по поводу этих прививок, и не поймешь. Одни так говорят, другие говорят по-другому. Ради бога, будет у вас естественный отбор. В чем проблема? Будет, но не должно быть естественного отбора в 21 веке. И в 2 часа ночи стало ребенку плохо. Не надо впадать в другую крайность и делать прививки от всего подряд. Никто никогда не доказал по отношению к конкретной какой-то вакцине, что эта вакцина вызывает болезнь Дауна. Ҳтемақәа ируакын аусуразы Аԥсныҟа иаауа ауааԥсыра рыԥсҭазаара аарԥшра, насгьы уи апроцесс ҳаекономика ишаныԥшуа. Сейчас для экономики Абхазии ценна каждая копеечка. Вы здесь, например, сколько в среднем зарабатываете? 40 тысяч, так. Месяц, да? Месяц. У нас могут работать, заработать, если кто хочет. Сейчас нормально. Да, чуть-чуть проблем. Чуть-чуть. Мы должны быть очень внимательными. Мы не можем быть расистами. Сколько в месяц туда отправляете? На 10 тысяч. 30% опрошенных считают себя безработными. Семьи, получается, уже. Детей рожают, женятся. Так что смотрите, нация наша должна беречь нашу нацию.
По данным Национального банка Абхазии, около 800 миллионов рублей за 2019 год было отправлено из Абхазии в Среднюю Азию, то есть в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Сумма колоссальная для нашей республики, бюджет которой составляет около 9 миллиардов рублей. А что мешает нашим гражданам зарабатывать эти деньги и откуда такие цифры? Это место около республиканского стадиона. Здесь расположена так называемая биржа труда. Сюда обычно наемные работники, гастарбайтеры приходят рано утром и ждут, когда их наймут на какую-то работу. Но сейчас вот мы приехали примерно 12 часов дня. Здесь было около 10 человек, но как только они увидели камеру и поняли, зачем мы сюда приехали, все разбежались. Относимся, да, как-то так, под вопросом. Почему под вопросом? Они вот трудятся. Да? На нашем же время нету трудиться. Весь мусор они собирают. Дай Бог им счастья, здоровья. Семьи, получается, уже. Детей рожают, женятся. Так что смотрите, нация наша должна беречь нашу нацию. Их не было бы вообще, в Абхазии вообще завоняло, наверное. Наши-то не будут же веники держать. Наши любят работать, вообще работают. Работать не хотят. К гастарбайтерам как относитесь? Хорошо. Ну, в смысле, как к людям, вот они работают и работают. С другой стороны, их наличие показывает, что мы лишний раз не хотим руки пачкать. Ну, вот я бы с удовольствием пошел подметать, но они там уже все заняли. Ну, просто людям, я не знаю, не привязывают это. Ну, если бы они слушали почаще не тех, кто во дворе там гаудит, ора маджит, все. И если бы, я не знаю, какой-то у нас инструмент государственной пропаганды занимался бы тем, чтобы у людей взращивать желание работать, то, я считаю, люди бы работали. Я отношусь к этому лояльно. Если они соблюдают все нормы нашего законодательства и они находятся здесь легально, то они имеют право находиться здесь и трудиться. Мы можем говорить все, что нам угодно, но факт остается фактом. Они очень необходимы в Абхазии, так как они выполняют огромное количество работы, которое местное население в связи с какими-то, не знаю, определенными обстоятельствами не хочет брать на себя. Мы все же не оставили идею снять процесс найма рабочих на бирже труда и решили это сделать скрытой камерой. Сейчас вот второй раз мы попытаемся с ними пообщаться, узнать, сколько вообще они зарабатывают и на каких условиях они работают. Здравствуйте. Вы сколько в день берете, как работаете? День полтора. Здравствуйте. Полтора это немного будет? Как вы работаете? Любой может поехать или вы каждый по очереди работаете? Нет, смотри, сначала можно посмотрим место, поговорим. Слушай, братуха, короче, да, у нас здесь так, 1500, вот объем работы, допустим, он согласен за 1500 идти. То есть дешевле нету, да? Дешевле он не пойдет. Адунеджи и чирцыз коронавирус хараху сураги айтакраку ала нагалит. Хтема хадаква харнахан апсны ядхуло экономика псаца псараква штахайт. А интернет хы ярхона айнунпи апсна антаца экспертша адбхилан адыра тараква и куршан. Дыпшан яраубас коммунарка хайзачто Москваты ахштырта рабхаты отчимазюча ирео. Но прям вот все меры, которые говорят, я бы, наверное, тоже сразу бы не воспринял. Вот, я сам по себе просто человек такой. И мне кажется, в России менталитет такой, пока тебя не коснется, многие не верят. Вот, но это действительно происходит. А вот там среди тех, кто лежал в коммунарке, много молодых, как вы, людей? Потому что нам же говорят, что... Я могу судить только по чату. Нас там было 110 человек. И там, как правило, да, люди от 30 до 40. В общем, заразиться и в том числе молодые могут. Да. Но сам коронавирус-то, он, мне кажется, не так страшен. Просто страшен именно переход к болезни в пневмонию. Вот. И если начинается пневмония, то это проблема с легкими, и там уже нужна обязательно госпитализация. И самое главное, чтобы в поликлинику, в которую вас привезли, были места и были эти аппараты. Сейчас в сети очень много информации о том, как можно с пользой проводить время в период карантина. Можно читать, смотреть фильмы, заняться спокойно домашними делами, в конце концов выспаться. Но уже в ближайшее время люди начнут задавать вопрос о том, как дальше жить и как восстанавливать бюджеты. Если бюджетникам в ближайшее время государство обязуется
выплатить заработную плату, то как быть самозанятому населению? И тут перед государством стоит серьезная дилемма: здоровье и экономика. Как сохранить одно и не уничтожить другое? Тем более, что эти два понятия, они взаимозависимы. Я нахожусь в одном из главных магазинов Сухуми продуктовых. Как видите, ассортимент здесь большой. Все, что обычно здесь на прилавках можно было увидеть, до сих пор здесь все лежит. Вот я сейчас покажу крупы и цены, кстати, такие же пока держатся. Есть сахар, гречка, которую сейчас все скупают. Но единственное, что радует, людей здесь меньше, чем обычно. Соблюдают люди дистанцию, все необходимые меры предосторожности. Вы как давно приостановили работу салона? Мы приостановили с 26 марта. Как сейчас вот эта вот ситуация на вас отразилась? В первую очередь в финансах. Сидя дома, как бы никак не получается заработать, потому что это как бы работа такая, что ежедневная как бы заработок, а не то, что там месяц зарплату получать. Если мы даже откроемся, я не думаю, что у нас даже сразу кто-то появится, так как вот был момент, 2 дня что-то сказали, можно как бы открываться. Мы открылись, но очень мало людей, потому что они дома сидят и не выходят. Кристина, вы, по-моему, с самого начала начали работать, да с введения карантина. Да. Ну как вот эта ситуация с карантином, с ограничениями на вас отразилась? Мы видим, что сейчас посетителей в кафе нет. Нет, посетителей у нас нет. Мы с первого дня карантина работаем исключительно на вынос и доставку. У нас сейчас ни о какой прибыли вообще речи нет, но просто пытаемся как-то содержать какой-то штат сотрудников, чтобы в этот период сложный для всех, чтобы люди могли хоть что-то заработать, прокормить своих детей, свои семьи. Закрытие магазинов, которое вот было, конечно, оно нужно, да, в условиях карантина, чтобы не распространялась эта инфекция, конечно, это было правильное решение. Но в этом надо было как-то все-таки, наверное, согласовать и оставить какие-то магазины, которые могли торговать. Ну, опять-таки для содержания своих сотрудников. К сожалению, вот наши товары, они напрямую завязаны на валюту, на доллары, я имею в виду, потому что мы покупаем товары вот в дальнем зарубежье, мы покупаем это все на доллары. То есть каждый рост, скачок вот этого доллара, он отражается на цене, мы вынуждены поднимать цены. По-другому никак. Вы знаете, ограничений на перевозку товаров нет никаких. То есть по всему миру товары ходят. У меня сейчас вот контейнера на воде. То есть когда ввели режим ЧС, у меня на воде плыло там 12 контейнеров. А это такое, что их повернуть там нельзя, развернуть нельзя. То есть это я уже должен был их принять. После этого я остановил закупки. А там у меня было 2-3 контейнера, которые я должен был забрать, уже изготовленный товар. Я его оплатил и забрал. А сейчас я пока временно не закупаю. Хотя мои поставщики настаивают на том, чтобы я забирал товар. Знаете, вот именно в этот момент, когда вот пандемия началась, наверное, значение туризма в Абхазии вдруг все поняли, что действительно туризм в Абхазии – это одна из главных отраслей экономики. Ария сезон харкшит апсна абджер ахар хора азакуан ала чажара ала. Это банкетный зал. Здесь чаще всего проводятся свадьбы. Стрелять на таких мероприятиях у абхазов принято. Это своеобразная дань традиции, но очень часто эти выстрелы оборачиваются трагедией. Так, несколько лет назад на свадьбе здесь во время стрельбы было ранено 2 человека. Один из них скончался. Ранее судимый, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на проселочную дорогу и произвел выстрел из имеющегося при себе оружия в проезжающий автомобиль. Обнаружен и изъят револьвер без номерных знаков, автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм, 4 ручные гранаты F1 с запалами и выстрел от ручной противотанковой гранаты РПГ-7. Изъят хранимый за поясом носимых брюк пистолет. Хранил при себе пистолет со снаряженным магазином и 8 патронами к нему. При осмотре прилегающего к дому участка обнаружен и изъят принадлежащий подозреваемому автомат, а также собранный в рюкзак патроны различного калибра в количестве 126 штук. 267 разрешений на ношение оружия. Это катастрофа для нашей страны.
Мы должны разграничить людей, которые должны иметь право на ношение и должны иметь право на хранение и соответствующие еще нормы законодательства. У абхазцев всегда оружие было в доме, и у каждого есть оружие. Это не мешает. Просто надо народ, знаете как, относиться к ответственности к этому оружию. И все. Потому что мир нестабильный тоже. Правильно? А для чего, вот вы как думаете, для чего нужно? Оружие? Вот мужчинам дома нужно оружие. Они так считают? Ну, просто мы в таком мире живем, правда, когда наши границы, сами видите, вокруг, ну, недоброжелателей очень много, как бы. Но еще раз повторяю, ответственность нужно нести за все, за свои поступки, за свое поведение. Вот. У вас есть оружие огнестрельное? Да. Где храните? Это я никому не говорю. Но члены вашей семьи это ваши дети? Да. Они знают, где оно? Конечно, они знают. Могут достать? Могут достать, но я их воспитал так, что они, когда надо достать, не дай бог, оружие, они думают 100 раз, и потом они достают оружие. Главное воспитать детей. Не просто давать им оружие или спрятать. Спрятать они могут рано или поздно найти. Главное воспитать поколение. Для чего нужно мужчине оружие? Вот как вы думаете? Ну, я думаю, то, что оружие нужно для самообороны и охоты. Вот, к примеру, оружие пригодилось абхазам во время войны. Оружия было мало, но те люди, у кого дома было оружие, они взяли его, чтобы воевать. И тем самым помогли Абхазии выиграть в войне. Я вообще родился в Сирии. Сейчас вы знаете, что война там в Сирии, что случилось там в Сирии. Никто не мог подумать, что может такая война случается там. Поэтому мы надеемся, конечно, если мы живем в стабильный мир, где стабильность, конечно, оружие уже вообще не нужно. Лучше строить, правильно? Строить свое государство. Да. Чем Абхазу нужно оружие? Как вы думаете? Для охоты, больше для чего? Автомат? И автомат для самообороны всегда, не дай бог, конечно, всегда, если враг будет. Я считаю, что тот, кто заслуживает закон Хишир Хавала, по закону тот, кто заслуживает, вот этот человек должен иметь, носить там соответствующие документы, конечно же. А с другой стороны, сейчас не обязательно носить, каждый там носит со стволом, ходит, зачем это не обязательно. Здесь мы в раю живем, здесь Абхазия, здесь врагов нету. Или это пистолет, или автомат, если для себя человек имеет, если он адекватный, хороший, нормальный человек, если сделан на хранение, на ношение, я думаю, что этот человек должен иметь, пускай имеет. И носить, и хранить дома оружие. Как вы к этому относитесь? Очень плохо. Я бы не хотела, чтобы с оружием человек в доме жил. Все наши мужчины любят оружие, но я думаю, что лучше его не любить, конечно. А к чему приводит, какие последствия, что вы, вот, почему такое мнение у вас сложилось? А для чего дома оружие? Вот для чего? Кто-то говорит самооборона, а кто-то... А самооборона, от чего мы должны обороняться? Мы же должны идти к тому, чтобы мы не оборонялись, а жили спокойно. Если бы они умели владеть, или там оно было для защиты дома там или что чего, а так по глупости можно натворить всяких дел. Мы не Техас. Человек в стрессе, в гневе может его использовать, не осознавая об этом. Поэтому я считаю, что оружие должны носить люди соответствующей профессии. Считаете, что надо иметь оружие? Не дома? надо, Почему? не надо. Потому что мы мирные люди, зачем нам оружие? У нас есть слово. В свое время я был докторантом Фрибургского университета в Швейцарии. И выезжая в храм Русской Православной Церкви в Цюрихе, я должен был ездить на общественном транспорте. И, как правило, вот в поезде я наблюдал в воскресные вечера такую картину. Значит, военнослужащие срочной службы, швейцарцы, причем даже и девушки, они при всей амуниции со своим личным табельным оружием возвращались из выходных опять в свои казармы.
То есть это говорит о том, что в Швейцарии практика такова. Они выдают личное табельное оружие во время службы, и ты за него полностью отвечаешь. Если ты едешь домой вот во время службы, как у них по правилам это разрешено, то это оружие при тебе остается, ты его не сдаешь в казарме. Опыт разных стран в правильном использовании оружия. Телехопшчаш хацкы ария сезона за псна журналист шарейт галактуи апреме анаршитха проектуи гуа хорадо буй аус адазулуз зигяхза. Шарашзы Аджарбон, Давид Хашиг, Адгур Айцба, Элеонора Кухонепха. А проекты Ичкан, Афон Джутспи, Аухама Ацхара Арала. Ламкала Табуб Хаяхуит, Аб Давид Сарсания.